А вообще исторически космические лучи начали измерять еще в начале 20-х годов. Это в России, в Советском Союзе это были московские эксперименты, а у американцев это Меликен и Комптон. А у нас в Якутии первым делом этим начал заниматься Юрий Георгиевич Шафер, который там в середине 30-х годов приехал в Якутск, и в 1935-1936 году он работал в педагогическом институте, который в конечном итоге вылился в Северо-Восточный федеральный университет. Он начал заниматься космическими лучами там. Война прервала эти исследования, но в 1946 году после войны он вернулся к нам в Якутск. И тогда уже начались непрерывные исследования космических лучей на постоянной основе. Стародубцев Сергей Анатольевич, директор Института космофизических исследований и аэрономии имени Юрия Георгиевича Шафера, ФИЦ-ЕНЦ-САРАН, специалист в области физики космических лучей и физики космической плазмы, доктор физико-математических наук, доцент, автор и соавтор более 200 научных работ. Он родился в 1960 году в городе Якутске. Его основные научные результаты относятся к исследованию модуляции космических лучей в гелиосфере, изучению генерации заряженных частиц на Солнце, турбулентности солнечного ветра, установлению природы сверхтепловых нейтронов в атмосфере Земли, обусловленных грозовыми и пурговыми явлениями, а также к вопросам прогноза космической погоды. Им впервые установлена природа флуктуаций космических лучей в окрестности крупномасштабных возмущений солнечного ветра и доказана их связь с быстрыми магнитозвуковыми волнами в солнечном ветре. Впервые установлено, что спектры мощности флуктуации интенсивности космических лучей в широкой области энергии от десятков килоэлектрон-вольт до десятков гигаэлектрон-вольт испытывают закономерные изменения в 11-летнем цикле солнечной активности. На основе измерений интенсивности космических лучей с коллегами разработана, создана и реализована методика прогноза с оправдываемостью около 80% прихода к Земле геоэффективных крупномасштабных возмущений солнечного ветра. По его инициативе и под его руководством созданы современные сцинтилляционные мионные телескопы, установленные на единственном в мире уникальном наземно-подземном спектрографе космических лучей имени Ариана Кузьмина в городе Якутске. Много лет Сергей Анатольевич вел преподавательскую работу в Северо-Восточном федеральном университете, в том числе являясь председателем и членом ГАК и ГЭК. Он осуществляет научное руководство студентов и аспирантов. Сергей Анатольевич – председатель ученого совета ИКФИА, член АУСов по физическим наукам Сибирского отделения РАН, Академии наук Республики Саха, ФИЦ-ЕНЦ-САРАН, член экспертно-аналитических советов по проблеме космические лучи, астрономия, астрофизика, отделение физических наук Российской академии наук, ассоциированный член Комитета по космическим исследованиям при Международном совете по науке, эксперт РАН, Сибирского отделения РАН и Минобрнауки в области научно-технической сферы. Сергей Анатольевич награжден почетными грамотами Сибирского отделения Российской академии наук и Российской академии наук, почетной медалью «100 лет Я СССР», почетным знаком Сибирского отделения РАН «Серебряная Сигма», удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики Саха-Якутия». В 1947 году была создана станция космических лучей номер 1, это Якутск, и с нее в конечном итоге пошла вся российская национальная сеть станций космических лучей. И именно из Якутска все пошло. Выбор Якутска был обусловлен не просто так, а климатическими условиями, резкими, потому что у нас размах температуры, не амплитуда, а размах от минимума до максимума в год примерно 100 градусов составляет. Ну, мы вот видим сейчас, что творится уже вот с 31 декабря, около 50 градусов температура, а летом, вы сами знаете, у нас в тени до 35, а на солнышке там и все 50 будет. И все это влияет на космические лучи, так называемые метеорологические эффекты. Приходится, чтобы получить правильное представление о том, как ведут себя космические лучи, приходится вводить поправки на давление, на температуру, что частицы очень больших энергий. Такие энергии даже на известном адронном коллайдере не наблюдают.
Космические лучи обладают энергиями самыми большими, которые только в природе возможно. Это примерно по порядку величины от 10 в третьей до 10 в 20 и выше электрон-вольт. А в экспериментах наземных на ускорителях этой энергии примерно 10 в 12, может быть 10 там 14. То есть не хватает там еще 6 порядков величины. А мы регистрируем от шал вплоть до самой предельной энергии. Самая низкая энергия регистрируется на спутниках. На Земле это примерно 10,9 электрон-вольт. Это вот мы регистрируем в Якутске и в Тиксе. А шал в Актемцах самая максимальная. Это примерно от 10,15 до 10,20 степени электрон-вольт. Вообще, космические лучи, они пригодны, и мы их используем много лет уже в вопросах прогнозирования космической погоды. Значит, космическая погода очень важна, это вы можете посмотреть и судить об этом из многочисленных передач, которые идут на каналах от Discovery, History. Космос является радиоактивным. Время от времени производит выбросы либо частиц очень высоких энергий, которые на Земле регистрируются. Это радиоактивные, естественно, частицы. Бывают у нее выбросы, так называемая корональная масса вещества. Это когда вещество Солнца вследствие различных процессов извергается в межпланетное пространство. Масса миллиарды тонн, скорости доходит до 2, иной раз и выше, 1000 километров в секунду, не в час, а в секунду. И когда такой выброс достигает Земли, либо частицы достигают Земли, начинаются у нас всякие фокусы. Как правило, значит, если это космические аппараты, эти частицы высоких энергий могут вывести их из строя. Известно это уже случай. Вот, допустим, один из последних случаев, это в августе 2022 года, совсем недавно, 80% спутников Starlink, которые Илон Маск запускал, они потерпели аварию. А Starlink — это связь. А в 2003 году, во время ноябрьских событий, вышли из строя очень много спутников связи японских, потому что заряженные частицы пробивают космический корабль насквозь, выводят из строя электронику. А представьте себе 21 век без связи. С другой стороны, когда приходит выброс корональной массы на Землю, наблюдаются очень интенсивные большие геомагнитные бури. Мы ими тоже занимаемся. И с 1932 года в Якутске ведутся измерения параметров геомагнитного поля. А с начала 60-х годов это наш институт этим занимается. У нас есть такая атомная электростанция «Салем». Очень большой трансформатор, выше человеческого роста. Он сгорел просто. Причина была простая, так называемые геомагнитные индуцированные токи. То есть, когда такое возмущение попадает на Землю, геомагнитное поле изменяется Земле, а на Земле здесь появляются большие токи. Токи большие, до 100 ампер и более. Вот посмотрите, на розетке у вас написано, что ток до 5 ампер, а там 100 ампер. Но также известны случаи аварий на протяженных линейных объектах. К ним относятся линии электропередач, газа, нефтепроводы. Дело в том, что в них опять же наводятся эти геомагнитно-индуцированные токи, либо по-русски сказать геомагнитно-наведенные токи. Они большой величины. В нефтегазопроводах это электрокоррозия, истощается, толщина труб тоненькая становится. И не надо думать, что там течет, скажем, чистая нефть, либо газ. Нет, газ там всегда есть примеси, камушки мелкие, под давлением под большим идет песок, и так далее, посторонние элементы. Малейшая искра, взрыв и все. Значит, это особенно важно для севера, потому что эти негативные эффекты космической погоды в силу структуры геомагнитного поля, как раз здесь на севере, так называемый КАС наблюдается, где все силовые линии магнитного поля сходятся. И кроме того, я уж не говорю о том, что GPS, ГЛОНАСС, они недостоверно сбиваются.
Но раз недостоверно, значит, суда морские могут на мель налететь, на рифы и так далее, на скалы. С помощью космических лучей, учитывая их релятивистскую скорость, это примерно скорость света, чуть пониже, такие возмущения мы видим за время порядка суток, может быть, двое. В это время за сутки уже можно примерно что-то сделать. Объявить тревогу, допустим, электричество перенаправить, с какого-то направления убрать, что-то отключить, какую-то сеть, можно оповестить население. Люди больные, скажем, гипертоники, гипотоники, там, сердечники могут принять лекарства. С 1995 года в развитых странах мира, начнем с Америки с 1995, потом в Европе, в Китае даже есть, я в некоторых был, существуют национальные центры космической погоды. У нас такого в стране, к сожалению, нет. Но надо быть оптимистом. Начнем с того, что открытие, честно говоря, это дело тяжелое. Известно, что за все время существования Советского Союза, это 70 лет, добрых было всего примерно 200 открытий, не более того. Не нужно путать изобретение с открытием, это тяжелое дело. Вот в нашем институте, значит, вот что бы я назвал открытием? Во-первых, это открытие уравнения переноса академиком Крымским в 1964 году. Второй важный этап – это открытие им же, либо, как мы говорим, установление механизма ускорения космических лучей на ударных волнах. Это было в 1977 году. Также такое же, правда, менее эффективное ускорение – это ускорение космических лучей в сдвиговых течениях плазмы. Это с линкором, бывшим нашим директором Бережко Евгением Григорьевичем, было установлено в 80-х годах, в начале 80-х годов прошлого века. Вот это, пожалуй, действительно то, что можно было бы назвать открытиями. Но официальных открытий они, конечно, не зарегистрированы. Там тяжелое. К открытиям я бы еще отнес работы Красильникова Дмитрия Даниловича, которые он сделал в 50-х годах. Значит, заключается она вот, собственно, в чем. В начале 50-х годов Юрием Георгиевичем Шафером с коллегами, естественно, была разработана так называемая большая ионизационная камера, которая вот с 1952 года и до сих пор работает в нашем институте. Это прибор, который, я знаю, работает больше всего по времени. Сколько уже? Лет 70, наверное, больше 70 лет. Непрерывно работает. Это в науке такого другого примера я не знаю, что-нибудь. Так вот, в ней наблюдались некие вещи, которые надо было разобраться. Сейчас они называются ионизационный толчок. Их зафиксировано уже где-то чуть меньше 100 тысяч. И сначала было непонятно, что же это такое, не то сбой в работе камеры, не то что такое. В конце 50-х годов Дмитрий Данилович начал этим заниматься и установил, что, оказывается, это скачок вследствие прихода в камеру частицы очень большой энергии. Очень большой энергии. Сейчас мы называем их шаловские энергии или космические лучи сверхвысоких энергий. Вот, собственно говоря, с этого и началось у нас развитие ШАЛ. И не только в нашей стране, да, пожалуй, за рубежом. Хотя линия Ж, тогда они назывались, были известны. Но систематически. В результате это вылилось в то, что на территории нашей республики есть единственная уникальная научная установка. Это комплексная якутская установка широких атмосферных линий имени Дмитрия Даниловича Красильникова. Это установка мирового класса, и то, что мои коллеги старшие на ней сделали, вот я бы тоже отнес к открытиям. Кстати, за работы на установке ШАЛ в 1982 году двое наших сотрудников, это Красильников и Никодим Николаевич Ефимов, получили ленинские премии. Это единственный случай в нашей республике.
Ну, не считая то, что еще 2 государственные премии в 1952 году получил вот за разработку камеры Юрий Георгиевич Шафер, а за промышленное освоение его супруга Галина Васильевна. Вот это вот, да, крупное я бы назвал открытие. Удовольствие. Дело в том, что в науку просто так не приходит. Вот сейчас, к сожалению, молодежь, она приходит, ребята многие поступают в аспирантуру, чтобы в армию не пойти. Девушки в науку мало идут, они есть, конечно, но так вот устроен женский организм. Идут, да, и многие успехи делают из пришедших в науку. Я знаю член-корреспондентов женщин, знаю академиков женщин в разных областях. Вот. А так в основном, конечно, ребята идут. Удовольствие, чтобы получить, ну, я не знаю. Допустим, иной раз там, работа творческая, иной раз там день, 2, неделю, не идет работа. Придя домой, тем не менее, это на уровне подсознания пытаешься что-то сделать, и потом, когда задачка сходится, получен результат, вот там удовольствие получаешь. Причем это бывает не каждый день, даже не каждый год, но такие случаи бывают. Бывает, я думаю, у всех. Ну, у меня были, иной раз там мучаешься, ну не идет чего-то, что-то не получается. А вообще здесь большую роль имеет воображение. Вот каким-то образом нужно себе представить, просто мысленно провести эксперимент там в голове, абсолютно абстрагируясь. Вот что будет, если что-то. Вот это иной раз помогает в решении физической задачи. Не скажу, что проблема, но задача точно. Да, приходится. Но вообще известно, что наука-то пошла из размышлений, из философии, то есть. Это сейчас называют математика царица наук, это действительно так. Сейчас математика, физики без математики делать нечего. Последние вот десятилетия даже в медицине и биологии нечего без математики делать. А основа всего-то это вот, как ни странно, это философия. Значит, мышление, ну, здесь всяко по-разному. Есть плюсы, есть минусы, но у любого ученого есть свое мировоззрение. Правильно, неправильно, это дело десятое, но есть. И вот здесь вот без научного мышления никуда не деться. Хочешь ты, не хочешь, его можно по-разному называть, но если подумать, да, и в нашем институте есть пример. Доктор физико-математических наук, известный ученый Валерий Козлов. В свое время ему предлагали защитить в 70-х годах еще кандидатскую по философии, у него там размышления и так далее были. Вот характерный пример. Он и сейчас иной раз статьи его читаешь, там у него есть некие философские мысли. Поэтому каждый так или иначе оценивает свою работу не только какими-то там, как сейчас модно это говорить, показателями наукометрическими, нет. Оглядывается назад, особенно когда возраст подходит, и думает, что же я сделал. И примеров этому немало, когда люди пишут уже воспоминания, там, а как было в молодости и так далее. Это же все размышления, это все мышление. Иной раз их очень интересно читать. Но советы молодежи очень простые. Во-первых, нужно понимать, что образование сейчас необходимо. К сожалению, вот за последние 30 лет оно очень сильно упало, и мы это чувствуем по молодым людям. Очень сильно. К сожалению, то, чему учили меня и моих коллег, ушло. Сейчас пытается... Очень сильно нас баллонская система подкосила. Всякие ЭГЭ, тесты и так далее. То есть людей сейчас школа, к сожалению, не учат думать. Учат компетенциями, которые сами собой приходят с возраста.
И, честно говоря, там тесты, вот я противник категорически этой системы, нужно получать знания. Но нужно людям понимать, что без образования, без знаний в настоящее время жизни не будет. Мир совершенно другой, даже чем был 30-40 лет назад. Совершенно изменился. Ведь посмотрите, вот сотовый телефон. Если я вспоминаю, что было у нас 30-40 лет назад в институте, была громадная машина, там, несколько тонн весом, ES-1022. Памяти всего было 64 килобайта. Вот в этой штуке несколько гигабайт, 8 ядер, вот такая вот ерундовина. Это компьютер, собственно говоря. Разве мы думали, что так будет? Сейчас у каждого на столе это мощный вычислительный центр по старым временам. Я помню, еще в Новосибирске на БЭСМе-6 читал, там вообще там комнаты были заняты ей. Главное ВЦ сибирского отделения тогда еще было. А сейчас вот стоит какая-то маленькая ерундовина. И без знаний, без образования ее использовать либо как игрушку, стрелялку какую-то, гонялку, либо как печатную машинку, конечно, нельзя. Это позор. Знания нужны просто для того, чтобы в наше время, да хотя бы прилично жить. Чтобы заниматься любимым делом, там, спокойно, чтобы приносить пользу. И главное, молодым людям, которые приходят в науку, нужно работать. Будет не получаться. Ну, причина простая. Молодой человек, там, знаний мало, кругозор узковат, честно говоря. Ну, что это классическое образование? А здесь специальное образование. Ученые же всю жизнь учатся. Как пришли, так и пока живут, так и учатся. Потому что если бы мы все знали, да и наука не нужна была бы. Ну, иди в магазин, покупай, да и все. А тут же самый вот академик Алферов, который в Якутске был. Вот основа вот этой вот штуки, электронных часов, то дали 60-е годы. И только в 90-х мы увидели первые сотовые телефоны, там в 80-х электронные часы и так далее. А основы-то там лежат. Путь от фундаментальной науки к промышленности, тем более до конечного товара, очень долг. Иной раз десятилетия. Вот, например, Алферов я сказал. А работать ученый должен постоянно, неважно, где он находится. Наш директор Евгений Григорьевич Бережко говорил, крылатая фраза, потом ребята ее в Германии слышали на конференции. Отпуск – это не повод не ходить на работу. Потому что, может, это и шутка, но, тем не менее, даже находясь в отпуске, постоянно думаешь там, а как, а что, а почему так, а вот нельзя ли это подойти решить задачу. А для творчества там работы много. Вот я приведу характерный пример. У нас теоретики занимаются проблемой ускорения космических лучей. Это теория, нелинейная. В основе нее, естественно, математика. Там не просто дифференциальное, интегральное, там интегродифференциальное уравнение, которое вот аналитически вот так вот ручкой не решишь, нужно компьютерное вычисление. Так вот, в начале 90-х годов наши коллеги американские, у них был суперкомпьютер Cray. Если эту задачу решать в лоб, то примерно суперкомпьютер, ему нужно было 30 лет времени, чтобы решить задачу. А у нас тогда был переходной процесс, это вот сейчас вот машины появились мощные, тогда был даже не Pentium, их не было еще. Тогда были персональный компьютер, просто назывался. Так вот, они сделали эту задачу за год, и когда на международной конференции одной эти результаты были озвучены, зал встал, а там профессионалы сидят, и аплодировал результату от наших якутских ученых. Такой случай был, действительно, это известно. Поэтому творчество есть всегда. Люди тогда были, вот это было примерно 30 лет назад, помоложе, чем сейчас. Вот молодым самое творчество. Главное не лениться работать. Остальное приложится со временем. Чем больше работаешь, тем меньше времени на это потратишь.